По случаю привязывания, как так называемого, да? В общем, летом 2015 года, это 8 июля, у нас был случай именно вот фиксирования. Мы называем это не привязывание, да, фиксирование двоих детей. Это произошло на летней даче. И, в общем, медсестра поднимала детей с дневного сна, вот как раз где-то к 4 ближе, да? И вот на момент поднятия вот эти двое детей, они самые гиперактивные были у нас, но очень возбудимые. Она начала поднимать вначале по очереди, ну вот более самых спокойных. А вот эти двое, они, значит, начали прыгать на кровати, выпрыгивать. И она вот, ну, видя, что больше никак не справится с этими детьми, да, вот наши дети, хоть и они вот вроде 3,5 года, они все маленькие, отставали же. И в физическом развитии, а умственном тем более, они были в ползунках. Ползунках, а на ползунках были тесемки такие. И она вот этими тесемками привязала вот этим перилом. Зафиксировала. Вот. Ну, это считается вот как привязывание. И они сидели, ручки, ножки были свободны. Они двигались вот так, просто, чтобы они не вылезли, не перелезли на другую кровать, не упали с кровати. Такая практика вообще существует? Нет, такой практики у нас не существует. Вот. Мы вообще никогда не привязываем детей. Да? Врач группы делала вот как раз обход после, и она увидела, что вот детки были привязаны. И все, и она... Ой, они буквально там минут на 15-20, может, были привязаны. Ну, если даже, может, меньше. И это случилось впервые. Да, и она поэтому написала докладную на имя вот главного врача. Да, и сразу же проведено было расследование, она получила наказание. И сейчас вот ее уже возбуждено уголовное дело. Как будто она убила кого-то.